в самый такой сложный момент, критический, можно сказать, он протянул нам руку помощи, пришел и взял на себя ответственность за весь наш коллектив, за всех учащихся. И буквально через 1,5 года, даже если быть точным, через год и 3 месяца, было построено и введено в эксплуатацию прекрасное здание. То, что он тогда взялся делать это музыкально развалившееся здание, и самое меня удивило, то, что зимой, представляете, за 1 год, грязь, болото, и люди зимой работали, все-таки вытащили из этой грязи, сделали красивейшее, это подвиг. Я вам скажу, это то, что он сделал, это подвиг. 4 года мы существуем здесь. И знаете, за этот период возросла популярность нашей музыкальной школы. Наши дети получили прекрасную возможность, появилось много желающих заниматься на различных музыкальных инструментах. И популярность нашей школы стала не только в пределах Гагаузии, но и в пределах Молдовы и за ее пределами. Потому что у нас появилась возможность организовывать прекрасные мероприятия, концертные, я имею в виду, мероприятия, в которых стали приглашать гостей из Украины, из знаменитой школы Столярского даже. Вот недавно мы провели вот этот праздник. Я сожалею, что не все это замечают. Думаю, что это с небес что-то падает. Это огромный труд. Наконец он теряет здоровье. Он потерял здоровье. Он много переживает. Он вообще человек очень тонкий человек. Это тонкая натура.